Нет, чтобы это доставать. Окей, можно начинать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня наш вебинар посвящен разработке положения промежуточной аттестации и поднимем вопрос осуществления промежуточной аттестации. Это касается тех школ, во-первых, которые прошли уже проверку управления надзора и контроля и получили какие-то замечания как раз вот именно относительно этого положения. Ну, а во-вторых, может быть, те, которые еще только готовятся к проверке, тоже для них это будет интересно. Итак, промежуточная аттестация. Во-первых, для начала ознакомимся с нормативно-правовой базой для разработки локальных нормативных актов. Ну, конечно, это федеральный закон об образовании. Далее, это все приказы Минобрнауки об утверждении федеральных государственных стандартов всех уровней образования. Обратите внимание также на приказы Минобрнауки 2014 года об утверждении стандарта для начального общеобразования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ну, конечно, Санпины. Далее приказ о утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов и порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам со всеми изменениями, которые на данный момент у нас есть. Почему это важно? Потому что именно постоянное отслеживание изменений в законодательной базе и вот что-то, если ты пропустишь, как раз вот это чаще всего становится тем самым замечанием, которое получает школа при проверке управления. Далее, обратим внимание на статью номер 2 федерального закона. Обратим внимание на то, что в определении, что такое образовательная программа, вот я выделила, указано, что это комплекс основных характеристик образования и форм аттестации. А также я еще жирным выделена оценочных материалов, потому что оценочные материалы прямое отношение имеют к формам аттестации. Форма аттестации связана с образовательной программой. Вот такая взаимосвязь. Второй момент. Обращу ваше внимание на статью 28, которая должна, наверное, наизусть должны знать все управленцы школ. Это компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации. Образовательная организация обладает автономией. И вот именно эта автономия дает нам право, дает нам самостоятельность в разработке и принятии локальных нормативных актов. Положение о формах, периодичности, сроках промежуточной аттестации как раз относятся к тем локальным нормативным актам, которые школы самостоятельно принимают. Далее, я выделила вашему вниманию, вот посмотрите, пункт 3.10 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установление их форм, периодичности и порядка проведения. Чаще всего в положении, в этом локальном нормативном акте, у нас прописаны сразу же и текущий контроль, особенности текущего контроля успеваемости и особенности промежуточной аттестации в одном положении. Это сложно почему? Потому что мы пока живем с вами в ситуации реализации двух стандартов: федерального компонента государственного образовательного стандарта и федеральных государственных образовательных стандартов. И нужно, если у вас обязательно должны различаться текущий контроль, а значит в одном положении должны прописано быть и то, и другое. Ну, чуть позже этого я коснусь. Далее, пункт 3.13 – это функционирование внутренней системы оценки качества образования. Она тоже взаимосвязана и с текущим контролем, и с промежуточной аттестацией, и с образовательной программой. Ну и пункт 7, что образовательная организация несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом. А значит, все, что написано в учебном плане, должно быть выполнено, и все туда должно быть заложено, в том числе промежуточная аттестация. Какие основные ошибки выделяет Управление надзора и контроля при проверке наших локальных актов? Значит, первый ряд ошибок – это нарушение собственного закона.
Смотрите, в образовательных организациях отсутствуют локальные нормативные акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Ну, вот такая вот ошибка. Отсутствие. И это уже нарушение закона. Второе. Промежуточная аттестация учащихся проводится не по всем учебным предметам учебных планов. В учебном плане у нас с вами две части. Это обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Промежуточная аттестация проводится по всем двум частям, и по обязательной, и по второй. Значит, когда вам дают замечание, что не по всем учебным предметам, значит, что-то пропущено. Далее. В образовательных организациях отсутствует единообразие требований при организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц, обучающихся по разным формам обучения. Вы знаете, что у нас сейчас есть индивидуальные учебные планы, у нас есть заочные формы обучения. Так вот, единообразие требований должно быть соблюдено в этом положении. Второй блок. Простите, еще пропустила. Нарушение сроков ликвидации академической задолженности. Это очень важный момент, потому что сроки ликвидации академической задолженности по промежуточной аттестации прописаны в законе. И если школа превышает свои полномочия, то есть она вписывает такие вещи, которых в законе нет, то вот это, сроки, например, еще что-то может быть. То есть не обязательно могут нарушаться сроки. Права учащихся могут нарушаться. То вот это тоже входит в блок ошибок, который я назвала «Нарушение закона об образовании Российской Федерации». Второй блок, он не относится к закону, а он относится к нарушениям, к собственным принципам. То есть каждая школа, когда создает основные образовательные программы всех уровней образования общего, свои локальные нормативные акты, часто бывает так, что эти локальные нормативные акты и основная образовательная программа, они между собой не дружат. Давайте посмотрим, какие ошибки допускаются. Во-первых, отсутствуют распорядительные акты по организации промежуточной аттестации. Далее. Формы проведения промежуточной аттестации не соответствуют задачам промежуточной аттестации. А задача эта изложена, опять же, в статье 58, пункт 1 Закона об образовании. Проверить освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, модуля образовательной программы. У нас есть 5-летние, 4-летние, 3-летние образовательные программы. Но мы промежуточную аттестацию проводим ежегодно. Значит, перед нами задача проверить освоение части образовательной программы, то есть за год. И часто бывает, что избранная форма проведения, она не проверяет вот как раз объем содержания вот этой части за год. Об этом тоже чуть позже. Итак, значит, задача есть промежуточной аттестации, и избранные формы проведения ее не соответствуют друг другу. Далее. В учебном плане не указаны формы проведения промежуточной аттестации. Они должны быть там указаны в соответствии также с законом. Далее, текущий контроль успеваемости промежуточной аттестации проводится без учета требований или в нарушение требований собственного локального акта. Я уже сказала, часто бывает так, что в одном документе у школы написано одно, а в другом документе другое. И это несоответствие сразу обнаруживается. И последнее – это оценочные средства, которые касаются как текущего контроля, так и промежуточной аттестации, составлены, опять же, не в соответствии с подходами, которые изложены в главе основной образовательной программы, называемой «Система оценки достижения планируемых результатов». Итак, еще раз. Значит, две группы ошибок. Одна группа ошибок легко исправляемая. Для этого надо просто посмотреть Закон об образовании Российской Федерации, главу, которая касается конкретно промежуточной аттестации. Вторая группа ошибок – это нарушение собственных положений, собственной программы, собственных локальных актов.
И вот здесь, скорее всего, нужно просто понять, а где они должны согласовываться, то есть где именно смотрят и где именно нам нужно согласовать позицию. Вот это статья 58 Закона Российской Федерации, значит, об образовании в Российской Федерации, которая так и называется «Промежуточная аттестация обучающихся». Итак, посмотрите, все пункты, они должны быть отражены в вашем положении, и вы ничего здесь не можете изменить. То есть каждый пункт должен быть отражен в вашем положении, и это самая легкая часть вашей работы. А теперь давайте посмотрим на сайт Минобраза нашей Республики Коми. Вот я показываю вам в самом низу, видите, находятся инструктивно-методические письма Управления по надзору и контролю в сфере образования. За 2016 год, я вот вам выделила и галочкой поставила, перед нами письмо нашего Минобраза о том, какие основные ошибки допускают образовательные учреждения при написании локальных актов о промежуточной аттестации. До сих пор это письмо актуально. Вот, собственно, я в своей школе писала положение, значит, у меня открыто было окно, это письмо Минобра об осуществлении контроля успеваемости промежуточной аттестации и рядом текст своего положения. И именно вот только так, учтя все ошибки, допускаемые составителями этого локального акта, вы как раз благодаря этому письму их избежите. Вот здесь чуть покрупнее. Я хотела просто обратить ваше внимание, может быть, вы не заглядываете на сайт нашего Министерства образования, а здесь постоянно дается новая информация, это покрупнее дала, да? Посмотрите, эти вопросы важны для каждой школы, поэтому постоянно надо сюда заглядывать и читать, что изменилось. Ну вот посмотрите, 2018 год, о некоторых вопросах формирования учебного плана. Это о втором иностранном языке. Актуальная вещь, правда? Далее, о некоторых вопросах формирования учебного плана. Значит, это об области основы духовно-нравственной культуры народа в России. О составлении календарного графика. Тоже вопрос актуальный. То есть здесь все, что важно учитывать, и постоянно заглядывайте на этот сайт и смотрите, какие допускаются ошибки. Кроме того, здесь как раз-таки у нас, видите, о типичных нарушениях, выявленных в ходе проверок в 2018 году. Значит, в 2017 году, здесь тоже есть, сейчас, наверное, не найду. То есть каждый год Министерство образования тщательным образом, значит, нам все ошибки записывает и объясняет, в чем они состоят. И поэтому вот вам поле деятельности. Первым делом посмотреть этот сайт, скачать все эти письма и внимательно под карандашик все прочитать, обсудить на вашем методсовете, на административном совете, собрать разработчиков программ, обсудить. Вот это первая ваша задача. На что еще обращаем внимание? Итак, вот наш локальный нормативный акт, о котором сегодня у нас с вами речь, он называется «Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». И вот чаще всего вот эту вторую часть пропускают. Посмотрите. То есть речь идет о формах периодичности и порядке текущего контроля, о формах периодичности и порядке промежуточной аттестации. И вот какие-то, вот, видимо, эти пункты, они пропущены. Итак, значит, в положении все 6 пунктов, то есть 3 пункта по текущему контролю, 3 пункта по промежуточной аттестации должны найти свое освещение. Далее, на что важно обратить внимание. В основных образовательных программах начального общего образования, основного общего образования, а также среднего общего образования, если вы уже перешли на этом уровне на федеральный государственный образовательный стандарт, в системе оценки достижения планируемых результатов сказано, что нужно в этой главе описывать объекты содержания оценки
то есть оценки и текущей, и промежуточной аттестации, критерии, процедуры, состав инструментария, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки. И чуть ниже, обратите внимание, эта система должна включать описание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и, внимание, внеурочной деятельности. Таким образом, у нас есть локальный акт, в котором должно быть описаны вот эти 6 пунктов. Далее, в системе оценки основных образовательных программ тоже должно быть включено вот эти моменты, все, что касается оценивания как текущего, так и промежуточного. Далее, описание промежуточной аттестации, но не только урочной, но и неурочной деятельности. Как вы помните, внеурочная деятельность у нас является продолжением урочной. Она тоже работает на реализацию, осуществление планируемых результатов основных образовательных программ. И поэтому описание промежуточной аттестации касается и внеурочной деятельности. Но мы, опять же, чуть позже коснемся этого момента, есть разъяснение относительно того, а как это может быть промежуточная аттестация по внеурочной деятельности. И третий момент – это те же основные образовательные программы, но только уже третья их часть, то есть организационные разделы. Это, как написано в стандарте, пункт 18.3.1.1, календарный учебный график должен определять даты начала и окончания учебного года, и в том числе сроки проведения промежуточных аттестаций. Итак, в 3 местах, в организационных разделах каждой основной образовательной программы каждого уровня общего образования. Дальше. В системах оценки достижения планируемых результатов в каждой основной образовательной программе каждого уровня образования и в локальном акте должно написано быть, в принципе, вещи, согласующиеся друг с другом. И поэтому, когда выходят на сайт, открывают, школьный ваш официальный сайт, открывают локальный нормативный акт положения промежуточной аттестации, затем открывают текст основной образовательной программы, систему оценки. Далее открывают 3-й организационный раздел вашей основной образовательной программы и видят, что это вещи разные, они не состыкованы, не согласованы друг с другом. Это говорит о том, что что-то не в порядке. То есть, когда создавали, не увидели, что здесь должен быть определенный такой, не то что параллелизм, но это должно быть одно и то же написано. Везде должно написано быть одинаковые сроки, одинаковые формы, одинаковая периодичность и одинаковый порядок проведения. Вернемся к замечаниям. Итак, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся проводится без учета требований или в нарушение требований. Далее, оценочные средства составлены не в соответствии с принципами и подходами, изложенными в системе оценки. И вот здесь я написала, эти проблемы устраняются, если положение о промежуточной аттестации, если система оценки достижения планируемых результатов и оргораздел основной образовательной программы согласованы. Оценочные средства у вас и критерии оценивания этих оценочных средств должны быть подобраны, согласованы и приложены к основной образовательной программе. Это так написано в законе также, и это приложение к основной образовательной программе каждого уровня образования. 3-й пункт, мы уже говорили о нем, о несоответствии форм проведения задачам промежуточной аттестации. И вот это, пожалуй, наверное, до этого был самый сложный момент, который на курсах нужно было разъяснять обычно учителям, тем, которые приезжали и которые были заинтересованы в том, чтобы узнать, а как, собственно, проводить эту промежуточную аттестацию. И вот здесь нам в помощь проекты новых стандартов. Коллеги, я обращаюсь к вам. Скоро у нас 29 апреля заканчивается обсуждение, профессиональное обсуждение, общественное обсуждение проектов новых федеральных стандартов уровня начальной школы и основной школы. Была рассылка и от института нашего, была рассылка
от Министерства, по-моему, образования, от ваших управления образования должна была быть рассылка на каждую школу с просьбой принять участие в этом профессиональном и общественном обсуждении этих проектов. Это сайт preobra.ru, и в них опубликованы проекты, которые, скорее всего, думается, будут утверждены. И самый главный момент, который нас интересует в связи с нашей с вами темой, что в каждом стандарте начального и общего образования приложены требования к промежуточной и итоговой аттестации на каждый год обучения по каждому учебному предмету. Только вдумайтесь, каждому учебному предмету на каждый учебный год. Конечно, сейчас еще идет это обсуждение. Учителя пишут убрать то, добавить это. Координаторы этого проекта, они внимательно читают. Я вижу, они реагируют на все предложения. Конечно, что-то, наверное, будет переформулировано, что-то убрано, что-то добавлено. Но сам принцип, то есть когда все промежуточные вот эти результаты на каждый год обучения, раньше мы это называли зонами каждого года обучения, приложены прямо к стандартам, это для нас большое, скажем, изменение, с которым придется еще как-то жить. Итак, еще раз давайте осознайте, все промежуточные результаты каждого года приложены к стандарту. Это означает, что мы обязаны проверить в течение года планируемые результаты по своему предмету. А какая форма позволит проверить все перечисленные планируемые результаты? Вот вопрос, на который пока нет точного ответа, но я дам предположительный ответ. Итак, вопрос, как осуществить проверку всех перечисленных планируемых результатов на промежуточной аттестации. Иногда, когда я смотрю рабочие программы на официальных сайтах школ, я вижу, что такая форма, например, как диктант, я как языковед, понятное дело, смотрю чаще программы русского языка и литературы, и вижу диктант в качестве формы проведения промежуточной аттестации. У меня возникает вопрос, как может диктант проверить все те планируемые результаты, которые у нас написаны в программе, в нашей рабочей программе на данные годы обучения. Ведь там, кроме проверки норм владения, пунктуационные, там, орфографические, грамматические нормы, у нас есть коммуникативная компетенция, у нас есть лингвистическая компетенция. И получается, что мы проверяем только небольшую часть того, что должно быть проверено. То есть такие формы, как диктант, они могут быть только частью промежуточной аттестации, но не могут быть самой промежуточной аттестацией. Вот, кстати, сверху написан этот адрес preobra.ru и дата окончания общественного и профессионального обсуждения стандартов до 29 апреля. Пожалуйста, выйдите, ваше мнение, ваше слово может быть востребованным, нужным. Все-таки это наша с вами дальнейшая работа, и от того, насколько активно вы сейчас включитесь в это обсуждение, может быть, зависит наша с вами дальнейшая судьба профессиональная. Итак, обратите внимание, требования к структуре основной программы, образовательной программы начального общего образования. Во-первых, просто обратите внимание на то, что структура программы поменялась, ее очередность, да, сначала требования к структуре, потом к условиям, и только последнее к результатам. И вот к этой последней главе даны приложения, то есть требования к предметным результатам освоения учебного предмета русский язык, выносимым на промежуточную аттестацию. Что это будет означать? Это будет означать, что вы не можете какие-то планируемые результаты не вынести на промежуточную аттестацию. Вот что это означает.
Далее идет основная образовательная программа основного общего образования. Обратите также внимание, что раньше у нас проект начальной школы, структура образовательной программы начальной школы и структура образовательной программы основной школы сильно различались. Теперь они стали одинаковыми. Это, конечно, плюс. И пункт результаты, номер 4 пункт, и к нему тоже приложение. У нас только добавилась фраза, вернее слово, что эти требования не только на промежуточную, но и на итоговую аттестацию. У нас, конечно, побольше приложений. Обратите внимание на пункт приложения, вернее, 17. Это требования к предметным результатам освоения учебных предметов, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, это большой плюс. Мы давно этого ждали, когда, в общем-то, нами эти требования перечислят, потому что получалось так, что авторских программах авторы разных УМК, они по-своему представляли себе, что должны дети освоить в каждый год обучения. Теперь это у нас сверху дано, мы не можем теперь иначе как-то все это делать. И, конечно же, те УМК, те учебники, которые мы будем брать для того, чтобы реализовывать свои рабочие программы, они могут не подойти в какой-то части. То есть, например, те требования, которые перечислены на этот год обучения, а вот, скажем, в этом учебном комплексе это содержание перенесено на другой год обучения. То есть здесь будут еще у нас проблемы, но, собственно, нам уже давно сказали, что учебники являются лишь тем вспомогательным инструментом, при помощи которого мы реализуем свои рабочие программы. Поэтому учебник не обязательно должен быть один, их может быть несколько. Но стандарт уже пересмотреть нам никто не позволит. Имеется в виду, что если он будет утвержден, значит и требования к предметным результатам на каждый год обучения будут определены, и мы будем строить свои оценочные средства в соответствии вот с этими требованиями. Чтобы прокомментировать, как это могло бы быть, я показываю вам планируемые результаты по русскому языку уровня «Выпускник научится». У нас они также даны, эти планируемые результаты, общим списком. Но задача каждого предметного ШМО, методического объединения, это сгруппировать эти планируемые результаты в некие группы и найти для них соответствующую форму контроля, которая позволит проверить этот комплекс планируемых результатов. Думаю, каждый писал свои жизнеизложения и понимает, что вот этот комплекс результатов планируемых, так, для него форма изложения как раз то, что нужно. То есть изложение позволит проверить владение вот этими умениями, которые здесь перечислены. Далее. Форма контроля, такая как сочинение, позволит проверить вот этот комплекс умений. И так далее. Вот по уровням языка лучше тестов, по-моему, нет. Хотя, понятное дело, что, например, проверка норм владения русским литературным языком одними тестами проверять не стоит. То есть вторая отметка за сочинение, вторая отметка за изложение, диктант. Вместе с тестами это как раз тот комплекс форм контроля, который поможет проверить полностью владение нормами. Итак, таким образом, то, что в приложениях на каждый год обучения по всем предметам дано, нужно будет сгруппировать и найти для этих групп планируемых результатов ту форму, которая позволит проверить все планируемые результаты. И что, например, языковед увидит? Что у него на каждый год обучения в промежуточную аттестацию входит и изложение,
и сочинение, и содержательный анализ текста, и проверка лингвистических умений, и проверка освоения норм. Как можно за одну промежуточную аттестацию, пусть она длится час-два, проверить все это? Нереально. Таким образом, а задача стоит охватить весь комплекс. Таким образом, я думаю, что у нас, коллеги, с вами придется пойти следующим путем. Вот сейчас, на данный момент, в большинстве школ промежуточная аттестация проходит весной. Вот в данный момент, апрель-май. И это, прежде всего, контрольные годовые работы. Чтобы не нарушать права учащихся, не нарушать их здоровье, мы проводим эти промежуточные аттестации в рамках одного урока. Но в рамках урока невозможно охватить весь комплекс планируемых результатов, изученных за год. Таким образом, я предлагаю периодичность промежуточной аттестации распределить вот эти формы в течение всего года последовательно. То есть каждую четверть проверять какую-то часть. Ну, вот я внизу написала, предположим, в первой четверти форма изложения проверяет вот эти планируемые результаты. Во второй четверти сочинение позволит проверить вот эти результаты. В третьей тесты грамматические, орфографические, пунктуационные проверит вот эти результаты. Четвертый как раз вот диктант. И вот все вместе входит комплексно в понятие промежуточной аттестации. У нас нет возможности проводить промежуточную аттестацию в течение 3-4 часов. У нас очень много предметов, и дети не смогут по 3-4 часа сдавать каждую промежуточную аттестацию. Вы понимаете, что даже когда у нас проводятся пробные работы, например, по итоговой аттестации, мы меняем расписание, мы забираем уроки у других предметников для того, чтобы вот обеспечить вот эти 3-4 часа, пока выпускники пишут вот эту пробную работу. И теперь представьте себе, во что превратится наша четвертая четверть или второе полугодие, если мы будем проводить промежуточную аттестацию каждую по несколько часов. Поэтому я думаю, что вот другого выхода нет. Учитывая разнообразие форм определения планируемых результатов, надо распределить их в течение учебного года. В принципе, нам это разрешалось и раньше. То есть мы сами определяем и форму, и периодичность. Но пока все пошли вот таким путем, это проведение таких годовых контрольных работ в конце года. Ну, понятно почему. Изучили, закончили изучение и провели эти контрольные работы. Но есть, например, такие виды работ, вот как изложение, например, сочинение. Вы же этот год не учите писать сочинение, не учите писать изложение. Это ежегодное изучение, только вы просто отрабатываете на уровень навыка. Да? То есть изложение, например, по тексту рассуждения, изложение по тексту повествования, изложение по тексту описанию. Но само понятие того, как пишется подробное изложение, они знают. Поэтому не обязательно изложение писать в конце года. Его можно написать в четверти. И опять же здесь возникает вопрос. У нас по нашим стандартам было сказано так, что мы в течение учебного периода контролируем проверку каждого планируемого результата. А контрольная работа, которой мы завершаем учебный период, скажем, это триместр или по четвертям мы учимся, в этой контрольной работе проверяется комплекс планируемых результатов, изученных за этот учебный период. И вот у нас это такая четвертная, триместровая работа была. По идее, вы можете зачесть все эти четвертные триместровые работы как части промежуточной аттестации. Казалось бы, легкое решение вопроса, и тогда специально не проводить промежуточную аттестацию. Но теперь представьте себе другую ситуацию, что если все ваши контрольные работы были тестового характера,
То есть ни разу эта контрольная работа не была в иной форме, в форме изложения, в форме сочинения, в форме устного развернутого выступления, в форме защиты проекта, то тогда получается, что промежуточная аттестация была такой однообразной. Всегда применялась одна и та же форма, и эта форма не позволила проверить весь комплекс планируемых результатов. И поэтому я думаю, что вот здесь надо очень хорошо подумать, какие формы применялись в качестве контрольных работ в конце каждого учебного периода. Конечно, здесь мне могут возразить те, которые не филологи, они скажут, ну, у нас нет столько, как у вас форм, у нас вообще все можно проверить в виде тестов. Я здесь не соглашусь, потому что, например, сочинение писать, ну, пусть не сочинение это называется, пусть это называется устный развернутый ответ. Теперь это есть буквально по каждому предмету. Это метапредметные умения, поэтому и по биологии, и по географии, и по химии, и по физике у нас есть теперь устные и письменные развернутые ответы. К ним должна быть своя критериальная база. Далее. Дискуссия. Это тоже общеучебный навык. Стало быть, на любом предмете дискуссия, полилог, диалог должны развиваться учителем в детях, а значит, тоже такая форма может быть частью промежуточной аттестации. Ну и, конечно же, защита проекта, неважно, причем информационного, исследовательского, иного какого-то проекта, она тоже может стать частью промежуточной аттестации. Поэтому все, что я говорю, это касается не только филологов, а всех. Ну, давайте дальше посмотрим. Вот я здесь просто предположила, это только предположение, коллеги, что у нас предметы, в общем-то, часть предметов, она просто, скажем так, обеспечена. Это предметы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. У них есть вот этот формат работ, предлагаемых после 9 класса, значит, в 11 классе. И вот эти стандартизированные письменные работы, они как раз-таки вот охватывают весь комплекс планируемых результатов, изученных детьми за год. Даже не только за год, за, собственно, все годы обучения. К ним даны критерии. Для сочинений, например, у нас, да, для сжатого изложения очень удобно. Но, тем не менее, они требуют большого количества времени. И вот если, к примеру, разбить вот эту стандартизированную письменную работу на части, предположим, в первую четверть провести сжатое изложение, предположим, во вторую четверть провести сочинение там, формата 15.1, 15.2, 15.3, в третью четверть провести тестовую часть такой работы. И четвертую четверть уже оставить детей в покое, пусть они готовятся, собственно, к государственной итоговой аттестации. То есть у них есть все. Есть база данных, собранная за годы, когда существует вот этот наш формат ГИА, да, в форме ОГЭ. И здесь самое простое. Конечно, проверяют только умение писать сжатое, скажем, изложение по русскому языку, у нас пропускается такая форма работы, как подробное изложение. И, конечно же, если уж так совсем скрупулезно подходить, то, наверное, подробное изложение должно войти где-то в проверку, как часть промежуточной аттестации. Далее у нас есть вторая группа предметов, невыносимых на ГИА. Вот я перечислила их ниже. Физическая культура, музыка, изобразительное искусство, технология. А также у нас еще есть учебные курсы. Это вторая часть учебного плана. И предположила, какие могли бы быть формы для проверки их планируемых результатов. Ну, во-первых, нельзя отрицать, что у этих предметов особая терминология, понятийные ряды, которые они должны освоить, определения, особенности. И это, собственно, лучший, конечно, способ этой проверки – это тесты. Хотя, как видите, я написала не только тест, но и эссе. И вторая часть, конечно, практическая. Какая физическая культура может быть сдана только при помощи теории. Поэтому для физической культуры сдача нормативов в течение года, нормативов по лыжам, нормативам там еще каких-либо
то есть распределенных также в течение года по графику, как раз может стать частями этой промежуточной аттестации. По музыке теория, проверяемая или тестом и эссе, или только эссе, а также какая-то практическая работа. Это может быть проект, это участие в концерте. Ну, вы же сами понимаете, у нас в образовательной программе написаны формы проектов очень разнообразные. Это даже аудио-видеозаписи, например, да? Все что угодно может быть. Таким образом, вот такая двухчастная промежуточная аттестация может быть по музыке. По изобразительному искусству тоже теория в виде теста, эссе и практика. Пожалуйста, выставка изделий, предположим, рисунка в определенной технике. Это тоже может стать частью промежуточной аттестации. Но понятно, что участвуют все, а не желающие. По технологии точно так же. По учебным курсам по выбору точно так же. Таким образом, определив формы, периодичность, уточнив сроки, когда именно вот эти практические работы будут выставлены или будут проводимы, вот это все и записывается в положение о промежуточной аттестации. Ну, скажете, конечно, писать многое подробно, но а как по-другому? Те же самые родители, законные представители обучающихся, выйдя на ваш сайт, должны познакомиться с тем, а как будет сдаваться промежуточная аттестация моим ребенком, что именно он должен сделать по этому предмету для того, чтобы перейти на следующий учебный год. Поэтому здесь подробностей не избежать. Всероссийские проверочные работы. Вы знаете, что было несколько писем, разъясняющих этот вопрос. У нас как раз-таки вот эти всероссийские проверочные работы уже уверенно вошли в нашу жизнь, в жизнь школы. И, конечно, есть такой соблазн заместить, то есть засчитать результаты ВПР в качестве промежуточной аттестации. Памятуя о том, что у нас очень много времени уходит на проведение ВПР. И поэтому дети, которые участвуют в этом, после этого проводить еще с ними промежуточную аттестацию, это тяжеловато, скажем так. Но, тем не менее, посмотрите, статья 28, школа в этом вопросе полностью самостоятельна. То есть, если вы впишете в свое положение, что положительные результаты ВПР могут быть засчитаны в качестве результата промежуточной аттестации, значит, так оно и будет. А вот если дети не напишут или получат неудовлетворительные отметки за ВПР, то тогда они будут уже сдавать промежуточную аттестацию по контрольно-измерительным материалам школы по предмету, который был не сдан. То есть школа самостоятельно, решайте сами. Другое дело, что ВПР, скажем так, учителей-предметников к текстам, к содержанию всероссийских проверочных работ пока еще много вопросов. Они тоже жалуются на то, что сдаются задания, скажем, в 6-7 классе, а содержание эти планируемые результаты изучаются вообще в другом классе. И поэтому отсюда могут возникнуть как раз вот эти неудовлетворительные отметки. Я думаю, что это как раз-таки предмет для разговора на педагогическом совете школы, на методическом совете школ, на заседаниях методических объединений. Обсуждайте и решайте сами, как будет вам лучше. Промежуточной аттестации по физической культуре. Обращаю ваше внимание на письмо Минобрнауки от 2015 года о направлении методических рекомендаций, о возможности засчитать результаты выполнения нормативов ГТО в качестве промежуточной аттестации. Посмотрите, вот текст я написала, что если ребенок сдает нормативы ГТО на золотой, серебряный или бронзовые знаки, то промежуточная аттестация по физической культуре ставится 5.
Но если он, предположим, не выполнил эти нормативы, ни в коем случае нельзя, конечно, ставить неудовлетворительную отметку. То есть просто вы даете ему возможность сдать промежуточную аттестацию иным способом. Ссылка на это письмо дана, обратите внимание. Теперь как учитывается отметка за промежуточную аттестацию? Итак, я здесь дала на примере 10-11 класса. Мы сейчас почти все работаем в ГИС-ЭО, в электронном журнале. И вы понимаете, что у нас отметки ставятся в старших классах за полугодие. И в соответствии с вашей оценочной системой, которую вы приняли в своей школе, вы ставите отметку за первое полугодие, за второе полугодие. Вы выбираете вес баллов, то есть вы, вернее, ваша школа изначально, используя электронный журнал, выбирает способ оценивания. Вы берете или среднеарифметическое при расчете баллов, то есть отметок детей, или средневзвешенное. Если средневзвешенное, то у вас появляется такая возможность, как вес отметки. И, предположим, за эти полугодия ваши отметки весят 10, а может быть 100 баллов, как вы там наговорились. Дальше вы проводите промежуточную аттестацию. По приказу она проходит 4-й четвертью или 2-м полугодием. Соответственно, вы ставите в дату по приказу в этот день отметки за промежуточную аттестацию. Но вес в журнале вы должны отметить как 0. Эта промежуточная аттестация не должна влиять на отметку 2-го полугодия или 4-й четверти, потому что у нее особая роль. Она влияет на годовую отметку. Таким образом, когда учитель поставил отметки за первое полугодие, за второе полугодие, он мысленно в голове держит отметку за промежуточную аттестацию и на основе 3 отметок ставит годовую отметку. То есть, скажем так, первое полугодие 4, второе полугодие 3, промежуточная аттестация 3, значит годовая 3. И поэтому отметка за промежуточную аттестацию во 2-м полугодии в электронном журнале должна весить 0 баллов. Она не должна двойное оказывать значение, то есть уже влиять на отметку 2-го полугодия или 4-й четверти и еще влиять на годовую отметку. Если же вы будете распределять промежуточную аттестацию за разные формы работы в течение года, то тогда отметка за промежуточную аттестацию будет складываться на основе суммы полученных баллов. Затем эта сумма за все четверти или за полугодие, она переводится в школьную отметку, опять же, на основе договоренности педагогов данной школы. И потом она учитывается при постановке годовой отметки. Вот такие сложности. Понятное дело, что точно так же это учитывается и на уровне начальной школы и основной школы. Так, обращаем внимание на то, что часто выпускники 9 или 11 классов, потому что промежуточная аттестация для всех, у нас вообще 4-я четверть, конец 2-го полугодия такой жесткий, да? Если, предположим, администраторы не продумали возможность того, что выпускники не сдадут промежуточную аттестацию, а впереди светит уже итоговая аттестация, то здесь, конечно, надо дать возможность, чтобы они могли успеть до первого экзамена в рамках государственной итоговой аттестации пересдать эту промежуточную аттестацию. Если же у них была такая возможность,
не смогли они ликвидировать свою задолженность, то тогда, значит, с учетом дополнительных сроков сдачи государственной итоговой аттестации в сентябре, нужно назначить, значит, пересдачу этих академических задолженностей, и все это учесть именно по срокам, по реальным срокам, зная тех детей, которых вы учите. То есть здесь надо очень хорошенько продумать вот эти приказы, сроки, посмотреть прямо на календарик, когда там праздники, когда выходные дни, чтобы у детей была возможность спокойно сдать государственную итоговую аттестацию. Ну что еще можно было бы сказать? Неурочная деятельность. Как здесь я вам уже написала, что федеральный закон таким понятийным рядом оперирует. Это учебный предмет, это чаще всего те предметы, которые в обязательной части учебного плана, в верхней его части. Дальше курс, дисциплина, модуль. Но здесь получается разночтение. Комментариев к тому, можно ли, например, понятие курса применить к курсам неурочной деятельности, надо ли проводить по ним промежуточную аттестацию, закон таких комментариев не дает. И поэтому, когда возникают такие разночтения, возникают различные методические рекомендации, письма, которые начинают толковать, а как бы это могло бы быть. Но поскольку, повторяю, неурочная деятельность – это компонент основной образовательной программы, неурочная деятельность работает на реализацию планируемых результатов этой основной образовательной программы, то получается, что каким-то образом мы должны все равно оценить результаты этой неурочной деятельности. Ну и понятное дело, что вот здесь вам предлагается использовать технологию портфолио. Но если вы используете технологию портфолио, то, конечно же, это должно быть прописано и в локальном нормативном акте о промежуточной аттестации, и в главе «Система оценки достижения планируемых результатов», и в главе в пояснительной записке к учебному плану. То есть все, что вы хотите сделать, чтобы учесть все формы, чтобы не забыть ни физкультуру, ни внеурочную деятельность, ни ВПР. Вы должны просто составить список того, что обязательно должно быть прописано в вашем локальном акте и в вашей основной образовательной программе. И проследить за тем, чтобы это все было прописано и прописано одинаково. То есть не так, чтобы они противоречили друг другу. Ну и, собственно, все по промежуточной аттестации. Хотя, конечно, я хотела бы остановиться, я даже не знаю, это как бы не тема сегодняшнего разговора, но давайте я вернусь к этому слайду, что вы не забудьте, пожалуйста, что у нас в этом же положении описывается текущий контроль успеваемости. Здесь я немножко вот такое вот лирическое отступление. Разговаривая с педагогами, причем не обязательно с языковедами, я поняла, что текущий контроль успеваемости учителями пока проводится по старому принципу. То есть мы все пользуемся критериальной базой, ну, скажем так, с советских времен. Диктанты оцениваем по нормам 92 года. Сочинения точно так же, изложения точно так же, словарные диктанты. То есть у нас не произошло никаких существенных изменений, школы не создали свои оценочные системы, и поэтому текущий контроль успеваемости, если вы будете прописывать в этом положении по федеральным государственным образовательным стандартам и по федеральному компоненту, получается, что это одно и то же, а они не должны быть одним и тем же. Потому что у нас в образовательной программе, примерно в основной образовательной программе, прописаны такие термины, как базовый уровень освоения планируемых результатов, повышенный уровень. И это не обязательно 5, 4, 3. Таким образом, вот здесь нужно разделить и различить. То есть пункт
по текущему контролю, по формам, периодичности, значит, и по порядку текущего контроля успеваемости по федеральным государственным стандартам не должно быть то же самое, что и по федеральному компоненту. Я понимаю, что я сейчас вступаю на зыбкую почву, потому что каждая школа имеет право свою создать систему. Эта система у них должна быть описана в системе оценки достижения планируемых результатов. В предыдущем вебинаре, когда мы рассуждали о том, как нужно писать рабочую программу, я предлагала в каждую программу рабочую вставить отдельную главу, которая бы называлась «Мониторинг, оценка образовательных результатов по данному предмету». И вот сейчас я, в принципе, говорю о том же самом. То есть, когда по каждому предмету и родителю, и самому учителю, и учащемуся должно быть понятно, как получить отметку 3 по данному предмету, как получить отметку 4, как получить невысокую отметку по данному предмету. Более того, если, например, у вас попадутся родители, которые, так сказать, хорошо вникают в текст того, что пишется и говорится о новых стандартах, они должны сказать: а простите, а чем у вас отличается оценочная система по федеральному государственному стандарту от того, что было раньше? Вы как оценивали диктанты, так и оцениваете. Как оценивали сочинения, так и оцениваете. Собственно, какая разница между этими двумя стандартами? И вы помните, что нам предлагалось такое простое развлечение, что в федеральном компоненте, в те времена, когда мы осуществляли тот стандарт, еще сейчас в старшей школе, да, у нас идет таким образом. Мы идем от подсчета ошибок. То есть у нас есть такое идеальное представление о том, как должна быть написана на 5. Затем, находя ошибки, мы снижаем количество баллов. Сначала 5, потом 4, потом 3, потом 2, ну и потом единицы, которой никогда не было. По федеральным государственным образовательным стандартам у нас иной способ представлен. Для начала мы должны определить, что такое базовый уровень. Этот базовый уровень не обязательно равен отметке 3. Это может быть вообще 10-бальная система, и тогда это будет отметка, это может быть 5 баллов, 6 баллов и 7 баллов, предположим. Далее, вы описываете повышенный уровень, и по баллам это может быть, скажем, 8 и 9 баллов. И высокий уровень, это, скажем, 10 баллов. То есть вы понимаете, что мы должны не количество ошибок считать у детей, а мы должны считать то правильное, что они сделали, и за это выставлять эти баллы. Таким образом, базовый уровень – это не какая-нибудь хлипкая троечка, выставленная, сделал ведь что-то, вот поставлю я ему 3, не 2 же ему ставить. А как раз-таки освоение базового уровня должно быть хорошим результатом. Это результат, который является свидетельством значительных усилий, сделанных ребенком для того, чтобы получить вот такой вердикт: освоено на базовом уровне. И поэтому 3 из федерального компонента не равна 3, если вы все еще в 5-бальной системе, 3 по федеральному государственному образовательному стандарту. Соответственно, и критерии должны быть иными. То есть мы оцениваем, что сделано ребенком, а не то, что не сделано. Но опять же, повторяю, что это такая зыбкая почва. Зыбкая почва почему? Потому что когда я разговариваю с педагогами на курсах, я понимаю, что вот эти моменты, они вообще неизвестны. У них в системе оценки, конечно же, что-то написано, но работают они так, как всегда работали. Более того, мне так и говорят: а, собственно, зачем нам придумывать что-то? Есть работающие критерии, всю жизнь так работали, что, собственно, не устраивает. Но тогда, коллеги, закономерный вопрос: а зачем тогда нам вообще были новые стандарты?
Ну, я боюсь, что это даже, знаете, не тема монолога моего, это тема, скорее всего, круглого стола. И сейчас я не буду углубляться в этот вопрос, но я настоятельно вас прошу выйти на сайт Преобра.ру, посмотреть планируемые результаты, которые нам перечислены для промежуточной аттестации, и посмотреть тексты по структуре образовательной программы, по условиям. Кстати, сейчас самая такая большой, так сказать, объем новых стандартов занимают именно условия. У нас там есть изменения по рабочим программам. Не знаю, как вы отнесетесь к этому. Но в рабочей программе, если вы помните, в 2015 году из 7 пунктов рабочая программа стала 3-пунктной, а теперь в ней осталось только 2 пункта. Это планируемые результаты и тематическое планирование. То есть новостей очень много, поэтому, пожалуйста, выйдите, посмотрите эти проекты, посмотрите, что вас ждет в будущем. И подумайте о том, как нужно будет выстроить работу учителю, если у него уже на законодательном уровне, то есть в стандартах, будут прописаны эти планируемые результаты. То есть их нужно будет обеспечить, оценить, проконтролировать, найти соответствующие формы, изложить это все в новом положении, изменить главу в основной образовательной программе. Вообще основную образовательную программу, полагаю, придется переписать. Так что нас ждет интересная работа впереди, в ближайшем будущем. Если у вас будут вопросы по промежуточной аттестации, то вы всегда можете выйти на мой сайт Матвеева Татьяна Петровна. Вы можете написать на сайт КРИРО. Наши методисты с удовольствием свяжут вас и меня и, скажут, что вот какой-то вопрос был не освещен. И тогда я смогу еще раз выйти и дополнить свое выступление. Ну и также всегда меня можно найти в школе номер 4, где я работаю. Поэтому спасибо всем за внимание. До свидания. Сейчас я выйду, если смогу, конечно. Так, на нашу сессию. Ага, надо же. Один человек был, написал, что ему слышно. Это хорошо. Это меня радует. Так. Я не могу выйти. Так, на выход нажать надо.